Привет, друзья! И снова с вами передача «Новости за школьной партой». И снова мы встречаемся с вами после недолгого перерыва. Зимние каникулы прошли так быстро, но у нас есть что вам показать. Новый год во всех школах города Канаша. Ребята готовились к нему очень ответственно, украшали классы и готовились к сценарию праздников. Ну что об этом говорить? Давайте лучше мы вам все покажем. Представления, хоровод, интересные конкурсы, танцы – все это было в 5-й школе. Отличная актерская игра. Так можно сказать о выступлении старшеклассников. Они показали сказку, где Снегурочка спасает Новый год со своими верными друзьями от хитрой бабы-яги и ее вредных помощников. Но как во всех сказках, добро побеждает зло. Все герои, помирившись, дружно встали в хоровод с ребятами и весело отплясывали под песенки, которые дети учили на уроках музыки, специально для праздника. Красная шапочка, Марлина, разбойники и многие другие сказочные герои своим присутствием украсили новогоднюю елку. Конечно же, главные герои праздника Дед Мороз и Снегурочка. Дедушка уже очень напоминал нам учащегося старшего класса, но это остается нашей догадкой. Ведь очень уж он был веселый и раздавал вкусные и сладкие подарки. Конфеты достались всем. Ребята, вы в этом году отучились очень хорошо. Желаю вам счастья и отличной учебы. Для меня Новый год означает семья, радость, веселье, ведь это новые эмоции, новые воспоминания и новые моменты. Новый год – это очень веселый праздник. Все должны на него веселиться, дарить друг другу подарки, и должна быть такая веселая, чудесная атмосфера. Но на этом праздник для детей не закончился. Скажем, ребята из 4 Б-класса под руководством учителя Евгении Васильевны продолжили его в классе, участвовали в викторинах и веселых конкурсах. И тему выбрали актуальную. В форме соревнования рассказывали, как проходит праздник Новый год в разных странах. С Новым годом, с новым счастьем. Поздравляю всех и детей, и родителей с наступающим Новым годом. Здоровья, счастья, любви, успехов всем! Традиции разных народов очень понравились ребятам, и они активно участвовали в состязаниях. Лопни шарик, угадай фрукт, с закрытыми глазами и многое другое. Веселью не было предела. Ребята веселым настроением зарядились сами и порадовали родителей с Новым годом. Новогодний бал. Под таким названием прошли выступления, а точнее соревнования между учащимися старших классов. Прошли во многих школах нашего города. Учащиеся 11 класса встретились на сцене городского дворца культуры. Оригинальные выступления и запоминающие номера. Вот как можно охарактеризовать этот праздник. Оригинальные и порой неожиданные номера покорили жюри. Об этом нам подробнее расскажет наш корреспондент Яна Николаева. Здравствуйте! Сегодня с вами Яна Николаева, телеведущая Канашской студии телевидения. Сегодня мы с вами находимся на большой сцене, где между учащимися 11 школы проходит конкурс «Зимний баттл». Новый год – это один из самых любимых праздников и детей, и взрослых. Наверное, поэтому с его приближением у всех приподнятое настроение. А значит, есть еще больше желания создать атмосферу новогодней сказки. 27 декабря на празднике у старших классов царила атмосфера настоящего чуда. Каждый из ребят ждал в этот волшебный день исполнения своих заветных желаний и долгожданных подарков. Мы находимся в полном предвкушении праздника. Очень волнительно перед выступлением. И у нас очень сильные соперники с хорошей танцевальной подготовкой. Занимаются этим профессионально. Увлекательная программа включала в себя танцевальный баттл, где ребята проявили себя в танцах разных направлений. Sugar and gold. I want your sex and your
В данном конкурсе приняли участие 3 команды. Все выступления были на высшем уровне, и никто из команд не хотел уступать первое место соперникам, что и привело к тому, что первое место разделили 2 команды – «Нон-стоп» 10 класса и команда «Кассиопея» 11 класса. Об участниках сегодняшнего мероприятия можно сказать о том, что это творческие, энергичные представители молодежи, у которых имеется большой потенциал для реализации в будущем. Выступление было очень интересным. Несмотря на то, что мы проиграли, все же важно участие. Я хочу пожелать всем участникам сегодняшнего батла хорошего настроения, победы и всех с Новым годом! С Новым годом! Ребята с восторгом отнеслись к затеям организаторов и зарядились положительными эмоциями на весь 2019 год. Кому пришла идея организовать такой большой праздник во дворце? Идея о данном празднике пришла учителю нашей школы, заместителю по воспитательной работе Галине Владимировне и ученице 7 класса Янине Фадеевой и Инна Борисовна тоже, конечно же, вложила свою инициативу. Что бы вы могли сказать о сегодняшних участниках конкурса? Показали они себя как талантливые, задорные танцоры, постарались, вложили все свои силы в этот конкурс и, конечно же, получили свои результаты. Ну что ж, мой репортаж подошел к концу. До встречи на следующем мероприятии. Яна Николаева, Вениамин Григорьев для новостей за школьной партой. Рома, ты веришь в Деда Мороза? Родители говорят, что нужно верить в чудеса, тогда они обязательно сбудутся. Так что думаю, что подарки на Новый год приносит именно добрый Дедушка Мороз. Я тоже так думаю. Новый год – та самая пора чудес, и даже взрослые в них верят. В 7 школе учащиеся 5-6 классов не только водили хороводы, но и устроили интересные конкурсы. Can't do
Поздравляю всех детей, поздравляю всех гостей. Пусть вам этот Новый год много счастья принесет. Огромный сверток подарков и новогодних поздравлений. До новых встреч! Сегодня в России отмечают Старый Новый год. Гузель, я тебя снова поздравляю с этим праздником. Спасибо, Рома. Давай поздравим ребят и пожелаем им исполнения желаний, хороших оценок и отличного настроения. Конечно, пусть всем повезет, и удача будет на их стороне. К сожалению, на этом наш выпуск подходит к концу. Но мы прощаемся ненадолго. В следующей передаче мы вновь покажем и расскажем насыщенную школьную жизнь. Не скучайте. Пока. До новых встреч.